Добрый день, дорогие друзья! Хочу вас поздравить с Днем государственного флага Российской Федерации. И сегодня я вам расскажу о том, как у нас развивались государственные символики. И начать надо с Ивана III Васильевича по прозвищу Великий, потому что как раз этот Великий Рюрикович, князь всея Руси, вел первую государственную символику, а именно двуглавого орла. Позвольте мне вам его показать. Так он у нас выглядел, и по легенде двуглавый орел означает то, что Россия смотрит бдительно и на восток, и на запад. И, скорее всего, данный символ у нас появился благодаря новой жене Ивана III, а именно Софьи Палеолог. Как раз именно она была из византийского рода, довольно-таки знатного, и Византия у нас является потомком Римской империи. И орел в римской символике является символом царствования, а также империи. Иван Грозный, внук Ивана III, продолжил дело своего дедушки. Именно он начал развивать в дальнейшем государственную символику нашей страны. А именно, впервые при нем появились первые флаги. На тот момент они назывались хоругвями, и, по сути говоря, они были боевыми стягами, под которыми собирались бесчисленные войска, чтобы отразить нападение врагов нового русского царства. Не прошло и полвека со смерти Ивана Грозного, как русские земли погрузились в смуту. Голод, смерть, бандитизм, быстро сменяющиеся цари мучили Россию. Иностранные интервенты проходили по нашей территории. И в это непростое время Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин собрали второе ополчение. Собирать они его начали в сентябре 1611 года. И интересным фактом является то, что они не использовали государственные флаги, а у них было свое боевое знамя, где был изображен архангел Михаил, дающий меч русскому воину, как символ того, что он наделяет силой русское войско, чтобы оно смогло прогнать иностранных интервентов. И это случилось в 1612 году, когда поляков выбили с территории Москвы. Интересным фактом также является то, что ровно через 200 лет, во время Отечественной войны 1812 года, Нижегородское ополчение использовало данный флаг. И оно почиталось так же рьяно, как и иконы. А вот сын Алексея Михайловича, Петр Алексеевич, известный вам как Петр I Великий, впервые ввел триколор в качестве нового флага Российского царства. Видя, как развиваются государственные флаги на фрегате «Орел», который построил его отец, в будущем он создаст концепт нового флага. Вот вы видите ее на картинке. Посмотрите, какой у Петра ужасный почерк. Как раз из этих картинок в будущем художники уже составят русский флаг, а именно бело-синий-красный равноширинной флаг, который будет развиваться над всеми государственными зданиями. Но интересным фактом является то, что де-факто его использовали как государственный флаг, де-юре он не был им закреплен. Племянница Петра I, Анна Иоанновна, вела моду на черно-желто-белую раскраску в одежде. И если говорить про нее, на тот момент все равно у нас использовался обычный триколор, то есть бело-синие, красные полотна у нас использовались, но в одежде уже преобладали черно-желто-белые цвета. И данный флаг в любом случае у нас не являлся государственным, потому что он не был юридически оформлен. Даже при Александре I, то есть это у нас внучатый племянник Анны Иоанновны, государственного флага как такового, как триколора, не было до сих пор. То есть у нас триколор был использован для украшения государственных зданий, он у нас использовался так же, как и торговый флаг, но он к тому времени еще не был закреплен. То есть можете себе представить, что официально не было ничего закреплено, но все равно ими все пользовались у нас в России, и он де-факто у нас все равно оставался государственным флагом.
И все у нас начинает меняться только уже при Александре II, который был племянником Александра I. То есть у нас Александр Николаевич, сын Николая I, прошлого императора. Он ввел у нас как раз в качестве государственного флага черно-желто-белый триколор. И если говорить про него, то он у нас был больше ориентирован как уже символика династии Романовых, и вообще он относился больше к власти России, потому что черный цвет у нас олицетворял геральдику династии Романовых, то есть черный орел, желтый цвет у нас обозначал золотое полотно Ивана III, а белый цвет у нас обозначал Георгия Победоносца. Вот такая вот немного запутанная история. Надеюсь, вы все поняли, потому что все дальше будет еще сложнее. Потому что сын Александра II, Александр III, вновь, скажем так, ввел у нас русский триколор, именно такой вот бело-синий-красный в качестве государственного флага. Но в то же самое время он оставил черно-желто-белый флаг. То есть черно-желто-белый флаг у нас использовался как больше торжественный, а уже бело-синий-красный был повседневным. И данная история была на самом-то деле очень запутанной. И смог ее решить более-менее только уже сын Александра III, это Николай II, потому что он сделал у нас бело-синий-красный флаг национальным флагом в 1896 году. Но во время его правления все равно он принимал некоторые изменения. То есть в 1914 году, когда у нас началась Первая мировая война, к триколору были добавлены уже геральдические такие вот элементы династии Романовых, то есть тот же самый, например, орел. И он означал то, что русский царь был единен с российским народом. То есть, потому что триколор это у нас народ, а геральдика это у нас уже императорская власть. Но данный флаг использовался у нас только 3 года до вот первого такого этапа Великой Русской революции, а именно февральской революции, как его принято называть. В октябре месяце 1917 года у нас совершилась Октябрьская революция, в ходе которого красные заняли самые крупные города Российской империи, в том числе и Петроград, и Москву. И в будущем у нас начинается гражданская война. Белое движение использует у нас в основном старый добрый триколор, а вот красные у нас использовали уже, как понятно из названия, красные стяги. Поначалу это были просто красные полотна, потом в 1918 году у нас появляется уже с надпись РСФСР. И в дальнейшем уже в 1923 году, вот можете посмотреть, у нас появляется знак, флаг Советского Союза, и он имел первоначально вот такой вот вид. То есть до 1955 года он претерпевал небольшие изменения, как, например, изменение ручки и изменение размеров звезды и серпа и молота. Это у нас 1936 год, а вот в 1955 году у нас уже флаг становится таким более проработанным, ручка становится более удобной для пользования, а также у нас изменяется размер звезды. То есть с 1955 года у нас уже флаг не претерпевает никаких изменений. Вот уже ближе к 90-м годам, то есть когда у нас начинается процесс распада Советского Союза, в 90-м году разрабатывают государственный флаг России, то есть первоначально хотели использовать такое же красное полотно, как и было в Советском Союзе, но с надписью СССР. Но решили восстановить старый триколор, который использовался в имперское время, потому что на тот момент он уже был таким вот национальным флагом России, поэтому его решили, скажем так, восстановить, но не в обычном виде, потому что цвета немного видоизменили, и вместо синего и красного использовался лазуритовый и также алые цвета. То есть флаг был более ярким, но в 1993 году он приобрел свой прежний вид. Вот можете посмотреть разницу, что синий у нас стал синим, а красный у нас стал красным. Давайте я вам зачитаю, скажем так, символику цветов российского флага. Вот, к сожалению, в Конституции это не прописано, но ученые имеют такие вот версии. Потому что белый цвет у нас является цветом мира, чистоты, совершенства. Синий цвет является цветом верности, веры и постоянства.
а красный цвет символизирует энергию, силу и кровь, пролитую за Россию. Вот. Также у нас государственные символики изображались испокон веков на монетах. На монетах, на денежных знаках. Вот можете посмотреть на сабельку Ивана III, то есть во время его правления она была отчеканена. И как раз мы с Ивана III начали наш рассказ. Тут у нас изображен уже князь с копьем, то есть почему, не с копьем, с сабелькой. Почему он назывался сабелькой? Потому что он был саблей, а после правления Елены Глинской, которая была матерью Ивана Грозного, после того, как Василий III, отец Ивана Грозного, у нас умер, она реформировала денежную, скажем так, систему и ввела в оборот копейки. То есть у нас теперь князья были с изображением копья, поэтому у нас появилось такое интересное название, как копейки. Также у нас были обозначены государственные символики и на бумажных денежных знаках, например, как рубли. Можете посмотреть то, что орел Ивана III у нас уже на тот момент использовался, и он окончательно закрепился у нас как один из символов российской государственности. Можете посмотреть. И также вот можете посмотреть на портрет Александра III, то, что время от времени на них изображали еще императоров. То есть это у нас рубль номиналом 25 рублей, который был напечатан во время правления Николая II. Еще больше интересных фактов, информации вы можете узнать в стенах нашего исторического парка. Мы работаем со среды по воскресенье, и также у нас открылась новая выставка, посвященная Дню государственного флага. Что ж, еще раз поздравляю вас с данным праздником. Всего доброго, до свидания.